Новости на канале АТР. Я, Христина Стейц, вас приветствую. Дальше говорим только о самом важном и самом интересном. Первая победа уже есть. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма впервые прекратил дело против участника одиночного пикета Рустема Мустафаева. Апелляционную жалобу митингующего суд неожиданно удовлетворил. Несмотря на то, что по нескольким десяткам аналогичных дел, которые рассматривались ранее, приговоры были только обвинительные. Еще по одной апелляционной жалобе Энверу Мустафаеву приговор суда первой инстанции оставили в силе за то, что вышел 14 октября на разрешенный протест. Теперь он должен уплатить штраф в 10 тысяч. Рассмотрение еще одной жалобы так называемый суд перенес на 15 часов по крымскому времени. Это, конечно же, прогресс и нонсенс для нас, но суд апелляционный прекратил рассмотрение административного правонарушения со стороны Мустафаева Марлена и Рустема и закрыл это дело. Альхамдулилля, это хоть небольшая, но тем не менее победа в нашем деле. Основанием для прекращения рассмотрения дела было то, что были нарушены судебные нормы и процессуальные нормы, порядок суда первой инстанции, в связи с чем судья усмотрел в этом нарушение и просто-напросто прекратил это дело. В прошлом году, 14 октября, более сотни крымских татар вышли на одиночные пикеты с лозунгом «Крымские татары не террористы». Оккупационные власти Крыма объединила эти акции в одно массовое собрание, назвав его несанкционированным, и оштрафовала более 80 участников. И еще одна хорошая новость дня сегодняшнего о том, что они возвращаются домой. Сегодня из плена боевиков на подконтрольную Украине территорию вернулись два пограничника – Богдан Марцоня и Игорь Дюбак. Агрессоры похитили их на территории Сумской области 3 октября прошлого года. Сегодня утром мужчин обменяли на двух российских пограничников, которые незаконно проникли на украинскую территорию на админгранице с Крымом в июле прошлого года. Детали обмена, как, собственно, и условий, в которых держали наших пограничников, пока что не сообщают. В эти минуты освобожденные направляются в Киев, чтобы встретиться с родными и пройти необходимые обследования, а если понадобится, то и лечение, и реабилитацию в столице. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. Вирішував питання, я вже сказав, безпосередньо президент України. Був дзвонок, був телефонний дзвонок на самому високому рівні. І це була перемовина на обмін на двох прикордонників російських, які незаконно потрапили на територію України. Суд по так называемому делу 26 февраля. Во время сегодняшнего заседания в подконтрольном оккупантам Центральном районном суде Симферополя прокурор закончил оглашать материалы дела. В связи с этим у стороны защиты появились новые ходатайства. Так как они должны заявляться в письменном виде, адвокаты попросили отложить заседание, чтобы иметь время на подготовку всех необходимых документов. На скамье подсудимых Мустафа Дегирменджи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Эскендер Кантемиров и Эскендер Эмирвалиев. Их всех оккупанты обвиняют в столкновениях под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года. Двое из них, Мустафа Дегирменджи и Али Асанов, находятся под домашним арестом. И сегодня прокурор попросил суд продлить им меру пресечения. Рассматривалось ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Асанову и Дегирменджи, где он просил продлить на месяц. Ну, как и обычно, суд удовлетворил это и продлил ребятам еще на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста. Следующее заседание у нас назначено на 15 марта, 13:00. И на этом судебном заседании будут рассматриваться ходатайства стороны защиты. И опять же сегодня перед оккупационным судом в Симферополе снова предстанет бахчисарайская четверка. Подконтрольные Кремлю прокуроры хотят ограничить обвиняемым и их защите время для ознакомления с материалами дела о так называемом терроризме.
Ее фигурантов Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова и Зеври Апсеитова оккупанты уже почти 2 года держат в СИЗО по обвинению в причастности к организации Хизбут Тахрир. И как подозревают адвокаты и родственники бахчисарайской четверки, российская ФСБ хочет как можно скорее этапировать задержанных крымчан в Ростов-на-Дону. Видимо, сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. Такого случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. И мы продолжаем воспроизводить хронику судьбоносных для Крыма событий 2014 года. 2 марта. До зловещего референдума остается 2 недели. Вежливые люди в балаклавах и с автоматами одну за одной захватывают украинские военные части. Представитель президента в Крыму Сергей Куницын под возгласы «позор» пытается сбежать с Симферополя, а командующий военно-морских сил Украины Денис Березовский изменяет присяге и переходит на сторону оккупационной власти. Каким было 2 марта 4 года назад, далее без комментариев. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Культурная или территориальная автономия. Ранее президент Петр Порошенко пообещал, что вопрос о национальной или национально-культурной автономии крымских татар вынесет в парламент, но после его окончательного варианта, который утвердит Конституционная комиссия. Однако после того, как наша корреспондент уточнила, идет ли речь не о национально-культурной, а о национально-территориальной автономии крымских татар, Порошенко подчеркнул, что учтет это уточнение. На какой же стадии законопроект и о какой автономии все-таки идет речь в документе, или, может, президент оговорился, узнавали наши журналисты.
Разговоры о создании крымско-татарской национально-территориальной автономии в Украине продолжаются уже несколько лет. В мае прошлого года была создана рабочая группа Конституционной комиссии, и в ноябре работа по подготовке изменений и дополнений к 10-му разделу Конституции Украины «Автономная Республика Крым» была завершена. По словам председателя Меджлиса Рифата Чубарова, в документе говорится исключительно о национально-территориальной автономии. От в тих змінах, які ми підготували, і тут немає жодних сумнівів, мова йде про кримську автономію, яка утворюється за національно-територіальною ознакою. В статті 134 говориться про те, що джерелом кримської автономії є право кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу України. Однако на итоговой пресс-конференции президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос телеканала АТР, назвал автономию национальной или национально-культурной. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. На уточняющий вопрос о статусе именно национально-территориальной автономии президент ответил следующее. Це не культурна автономія, це територіально-національна автономія. Я врахую вас. Такой ответ президента представителей Меджлиса в Крыму удивил. У меня нет оснований считать, что президент Украины сознательно навязывает идею национально-культурной автономии для крымских татар, но вместе с тем глава государства должен быть крайне осторожен в подобных высказываниях, так как ожидания крымских татар в отношении конституционных изменений, которые сегодня предстоят в Украине касательно статуса Крыма, крайне высоки. И от тех действий, которые будет предпринимать украинская власть, все ее ветви, в том числе и президент Украины, будет зависеть очень многое. В Меджлисе в Киеве слова президента Петра Порошенко называют оговоркой. Гарант сам был инициатором создания рабочей группы Конституционной комиссии, и представители администрации президента принимали активное участие в работе над проектом изменений в основной закон Украины. Той текст, який ми готували, а в нашій робочій групі були і відповідальні працівники адміністрації президента, правники. Це говорить про те, що ми працювали виключно над удосконаленням статусу існуючої кримської автономії і на основі права кримськотатарського народу на самовизначення. Тому будь-які твердження інші, вони можуть бути дійсно обмовленням. Арсен Жумадилов – один из тех, кто работал над законопроектом. Он входит в рабочую группу. Говорит, наработки касались именно национально-территориальной крымско-татарской автономии. Слова президента на пресс-конференции он называет досадной случайностью. Я дійсно сподіваюся, що це була просто, скажімо так, несвідома помилка президента. Він мав занадто багато складних питань, які його дещо, скажімо так, розбалансували, і він просто непідготовлено відповів на ваше питання. Заявляю відповідально, та автономія, яка спроєктована нами, є національно-територіальною автономією. Крапка. Документ звучить «Крым». Оптимизма добавляет обещание президента ускорить процесс принятия конституционных изменений. Он планирует созвать Конституционную комиссию, устроить публичное обсуждение и затем подать законопроект на рассмотрение в Верховную Раду. Эльвина Сейдбулаева, Елена Стыцюк, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Такие новости к этому часу подготовила наша команда. Больше новостей и событий в развитии уже в следующих выпусках. Чтобы ничего не пропустить, оставайтесь с АТР и пускай вам будет спокойно и мирно там, где вы есть.